Добрый вечер, это программа «Якутия Лайф», меня зовут Ирина Ефимова. Творческое объединение «Кандыкан», основанное в 2021 году, создает креативные продукты во благо сохранения языка, самобытной культуры и традиционного уклада коренных малочисленных народов Севера. «Кандыкан» представляет нашу многонациональную Якутию всему миру. А туда входят общественники, дизайнеры, журналисты, представители творческих профессий, ну и, конечно, сами носители языка и культуры. Чем сегодня живет проект «Кандыкан» и какие амбициозные планы ставит перед собой команда, поговорим с гостьей студии, руководительницей и основательницей проекта Илан Кандыкан. Добрый вечер. Здравствуйте. Рита, я брала у тебя интервью как раз про Кандыкан 2 года назад, ровно, когда все только начиналось, да? И тогда тебя звали еще Маргарита Попова. Вот. Я понимаю, что и сейчас меня для многих остаюсь Ритой, Маргаритой. Но... Ты нормально реагируешь, не поправляешь? Ну, если это старые знакомые, конечно, например... То есть мне можно тебя Маргаритой называть? Да. Я понимаю, что очень сложно перестроиться, и вот, ну, в принципе, нормально отношусь. А зачем ты вот поменяла имя и что оно означает? Имя поменял. Вообще у меня такой был запрос до проекта, до вообще всей реализации, когда я вообще впервые столкнулась с историей Кандыкан, когда узнала, что нашу прабабушку, вот, ну, имя, все, что от нее осталось, от ее рода, да, это только имя, вот, у меня сразу такой вот, ну, внутренний такой какой-то инсайт такой произошел, что можно же взять фамилию, потому что мы не знаем, какого она была рода, да, ну, вот, кто были ее корни, истоки. И все, что можно оставить после нее, это ее, ну, как фамилию, как Кандыкан сделать. А потом проект разросся, он как бы, ну, вот, очень так масштабно стартанул, и у меня стали такие внутренний диссонанс, да, я вот всем продвигаю персонаж Кандыкан, да, вот эту идею, и такая сама такая. У меня фамилия Кандыкан. Вот. Ну и потом, наверное, в таком как бы моменте сомнений, внутренней борьбы я все-таки приняла решение в прошлом году немножко так, наверное, и для себя спонтанно, но оно было уже как бы, к этому я давно была, как бы готовилась, да, просто, может быть, делилась только с очень узким кругом близких, вот, и меня поддержали, сказали: тебе 40 лет в этом году исполнилось, вот, ну, на пороге как бы уже, как бы это тоже такой некий новый, как бы такой этап жизни, да, говорит, заканчивая этот год Маргариты Поповой, говорит, и вот в Новый год стартуй, говорит, уже с новым именем и с новым, ну, с такими как бы этими намерениями. Вот, имя я поменяла, ну, по другим каким-то причинам, наверное. Мне прежнее имя тоже нравится очень, оно красивое, конечно, такое созвучное, наверное, со мной. Но так как я человек все-таки сильный, и вот имя Маргарита, оно как бы мне дается таким, уже с таким утяжелением, то есть, да, вот. Ну, два звука «Р». Да, два звука «Р», которых я и не выговариваю, я же картавая. Вот, и то есть мне уже с усердием даже дается в мир транслировать свое имя. Вот, а Илан, да, я думаю, что она меня все-таки смягчает. А что это означает? Если дословно, то это лунный просвет, лунное отражение, луна. Вот, с ивенского языка. Вот, и так как с Луной, ну, не от того, что я вот собиралась, ну, была одним из кандидатов на полет на Луну, а вообще с Луной у меня с детства. Я вот почему-то смотрела всегда на Луну и думала, что это мой домик. Вот, и, может быть, действительно это так, но и вот это слово я узнала тоже достаточно, ну, ранее, чем проект весь стартовал. И оно как-то мне так запало в душу. А потом у нас есть же такой тоже фундаментальный персонаж на планете, как Илон Маск, да? Ну, созвучно тоже. Я как-то смеялась, что Илон, Илон, да, вот что-то в этом духе. Ну и вот волевым решением все-таки в прошлом году, и, наверное, таким одним из подтверждающих знаков, что все-таки на правильном пути, что это действительно, ну, как бы верное тоже решение, потому что свидетельство о рождении и новое свидетельство о перемене имени я получила ровно 8 ноября, в день лунного кровавого затмения. Ага. А перемены вот чувствуются, да, внутренние, что стало... А я вот и не знаю, это или имя влияет, или все-таки уже зрелость пришла, да? Потому что, наверное, ну, становишься как-то мудрее, спокойнее, то есть и, наверное, проект, когда
ты занимаешься уже зрелых, ну, все-таки не сказать, что я молодежь, да, вот, уже такой апгрейд жизненный, уже такой богатый, все-таки с 40 лет уже наступило, вот, и некое, наверное, такое мягкости, наверное, правда, стало больше. Ага. Мудрости, наверное, да? Давай напомним зрителям вот коротко историю Кандыкан Кандыкан – это имя моей прабабушки. в четвертом колене. Да, в четвертом колене, получается, мой отец ее правнук, я праправнучка, да? Вот. Ее нашли в стойбище, это поселение кочевое оленеводов вблизи Верхоянских гор, якутские охотники, и перевезли ее, получается, в ныне Кобяйский район. Эта местность сейчас заброшена, она там похоронена, называется Кенчайрин. Вот, она там прожила. И она была единственная выжившая от оспы. Она была единственная, кто выжил. Сейчас, когда я уже работаю с архивом, как бы общаюсь с другими потомками, съездила туда на родину, да, на место захоронения Кандыкан, появляются другие многие как бы дополнительные как бы факты о ней, да. Вот. По одной из версий, что их было все-таки две сестры. Вот, ну, по версии нашей семьи, как я слышала, ну, как бы всегда, да, что у нас она была одна. Вот, церковное имя ее Мария Андреевна Попова. Я дошла вообще по линии, получается, мужа Кандыкан до 1640 года, до первого прародителя, которого звали Бир. Фамилии у него не было. Вот, Кандыкан была записана церковным именем как Мария Андреевна Попова. Прожила она 102 года. И муж ее был старше на 27 лет. И теперь это, получается, будет фамилия... Эта фамилия будет потомков, но так как у меня дочке уже 20 лет, мы с ней договорились, что ну, кто-то из ее детей, мальчик, возьмет эту фамилию. Возьмет эту фамилию. Слушай, ну вот в 21 году, когда мы с тобой разговаривали, в принципе, у тебя были планы, да, много было планов, и были классные съемки, клип был, значит, была книжка. Только готовилась, была сказка, и говорилось про мультик, который вот сейчас даже мы по НК Саха уже показывали. Что еще? То есть на Луну ты не полетела? На Луну пока нет. Пока я не полетела, но, может быть, наш символ Кандыкан все-таки отправится не в этом году, так в следующем. Вот. Ну, сам персонаж. Вот. А на Луну я не полетела, значит, еще не время. Произошло очень много событий. Если мы тогда действительно, как бы, я делилась, наверное, такими мечтами, местами такими фантастическими, то весь путь Кандыкан, он действительно невероятен в том, что у нас каждый месяц, каждый день это какой-то результат. И у нас уже есть и сказка, да, помимо клипа, да, и мультик. Сказка вообще, она дала такой, ну, колоссальный мультипликативный эффект. И если даже вот сказка — это всего лишь часть вселенной Кандыкан, и вот это первый прецедент для книги произведений из Якутии, когда, не успев выйти, она уже набрала, ну, как бы, была признана, собрала много наград, да, среди таких престижных премий, как она стала первое место имени Редхеу вот в этом году, в прошлом году она попала в шорт-лист премии Корнея Чуковского, это вообще считается Оскаром для детских писателей, и это первая книга из Якутии, которая попала в шорт-лист. Вот, и по ней создано 3 спектакля. 3 спектакля, и это говорит о том, что это вот, ну, как бы у людей откликается само, да, оно как бы проект, вообще в целом он идет сам, ну, как бы так. Расскажи про мультфильм. Тогда у тебя были планы эту историю Диснею как-то... О Диснее мы разговаривали, получается, в ноябре прошлого года, и мы должны были в апреле 22 года, ну, не самим, как бы, конечно, Диснеем, а с представительством из России, с представителем представительства России. Вот. И на апрель 22 года была запланирована, ну, вот, как бы, встреча, как бы, ну, данный представитель как бы заинтересовался проектом и организовывал встречу с российским представительством. Но, к сожалению, конечно, события поменялись, но я думаю, что к лучшему, потому что Кандыкан — это будет полностью, как бы, отечественный продукт, который будет этносимволом номер 1, созданным в России. Но, тем не менее, летом 2021 года
Тебе удалось представить проект за рубежом? Да, это большой калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, UCLA, да. Кстати, с ними тоже у нас был такой вот, ну, они вышли сами, как бы тогда предложили как бы рассказать о проекте. И тоже в апреле 2022 года у нас с ними как бы продолжалась коммуникация, они помогли в переводе на английский язык сказки, да, вот, и предложили уже для всех университетов Лос-Анджелеса, не для всех, то есть для части американских университетов сделать вот такую же онлайн-встречу. Но, к сожалению, конечно, это как бы сейчас не актуально пока что. Вообще, насколько вот планы пришлось корректировать после того, как ситуация поменялась? А у нас планы в такие, мире, как вот это вот санкции и так далее, как-то. Это как говорю, здесь у нас тоже, у тебя есть свои планы, а у Кандыкана они свои, да? Вот, То и есть ты поэтому... все воспринимаешь как... Да, потому что здесь только нужна как бы безусловная вера, потому что ты, идя вот, как бы по данному проекту, здесь нет такой какой-то вот такой четкой, жесткой стратегии, которой вот мы придерживаемся, да. А события происходят иногда как бы самостоятельно сами, да, ты под них уже как бы лавируешь или встраиваешься, вот. И поэтому я думаю, все как надо идет. А как, расскажи историю про алмаз. Как получилось, что в честь Кандыкан назван алмаз? Компания «Алроса», мы очень благодарны, потому что они поддержали... Они вас с самого начала поддерживали? Да, если бы не эта поддержка, потому что это все-таки большой энтузиазм, но, конечно, ты все-таки перегораешь, да, и здесь без поддержки, что-то делать без ресурсов невозможно, да. Вот, и здесь компания поддержала на самом старте именно по выпуску сказки и по начальным работам по мультфильму. Вот. Но целый алмаз? Да, это для меня это до сих пор как бы шок. То есть это не ты их уговаривала? Нет, для нас это было вообще, как бы нет, конечно, как я вообще бы не осмелилась даже, да, вот, как бы здесь и субординация, и в целом, как бы, некоторые, конечно, меня считают не очень скромной девушкой, но в таких моментах я, как бы, не могу, как бы, да, наглеть. То есть это прям их идея была? Это была их идея, они нас ошарашили перед концом года, перед Новым годом. И это сделали они как подарок. И для меня вначале это было так как бы не то что стеснительно, а немножко так даже внутренне триггерно, потому что проект только начался, да, есть более великие, достойные как бы имена, которым не присвоено, как бы, да, в том числе и мой дедушка по линии мамы, потому что Кандыкан это по линии отца, который вот в этом году столетие, да, он единственный участник Потсдамской конференции Нюрнбергского процесса, он охранял Сталина, Рузвельта, Черчилля, и вот сколько мы тоже вот, писали письма, как бы обращались, и он был ветераном алмазодобывающей промышленности всю жизнь, как бы, я вот думаю, что для дедушки это было бы как-то, как бы уместнее и достойнее, да, вот, как бы он, достоин, да, вот, как бы этого наименования. Кстати, ему в этом году присваивают, вот, к столетию. И вот, и тут, а потом я поняла, что это оценка большого труда, той веры и того, это же не мой проект личный, это проект всех нас. Это впервые такой феномен Кандыкан именно в неравнодушии и вовлеченности многих. Это абсолютно народный проект. И в дань уважения всем носителям языка, всем энтузиастам, всем безумцам, которые вот верят в свое дело, да, и идут вопреки и благодаря всему по зову своего сердца, это в честь них назван этот алмаз. Благодаря вот этому наименованию в целом сейчас ведется работа нашей компании, да, вот одной из крупнейших, да, компания «Алроса» с Ассоциацией коренных малочисленных народов. После этого была встреча, первая историческая встреча с президентом ассоциации Андреем Васильевичем Кривошапкиным и Сергеем Сергеевичем Ивановым, да, и далее вот как бы уже пойдет целая как бы линейка тоже, да, вот именных алмазов, названных в честь представителей коренных малочисленных народов Севера. А ты упомянула такое выражение «метавселенная Кандыкан». Что это такое? Метавселенную, это еще нужно, конечно, создавать, а вообще в целом сейчас мы вот на пороге, да, мы все, что у нас сейчас происходит, это цифровизация, да. Я недавно зашла в Альфа-банк и испугалась, потому что вот «Черное зеркало», если есть такой сериал, да, вот кто смотрит, тот понимает.
Я даже не приложила карточку, ничего, я просто подошла, и меня уже аппарат опознал. Он мне выдает имя, просто, видимо, по Face ID. Он говорит: Илан Васильевна, здравствуйте. Вот, будущее уже наступило. И вот все, что мы сейчас делаем, потому что я вот думаю, да, вот тоже вот, ну, сейчас как бы много говорят как бы о тонком мире, да, о квантовой как бы науке. А в любом случае наша традиция, наша связь с истоками, корнями — это большая сила, это энергия, даже энергия мысли, да. И все сейчас, наверное, то, что хотят предки, почему нас будоражит, да. У многих же просыпается, как бы, как говорится, хардата, да, ну, как бы кровь там вскипела, да, вот, тянутся, да, изучают, как бы, да, вовлекаются. И я думаю, что предки, потому что идет, наверное, какой-то этап, ну, как бы, систематизации Вселенной, и вот все, что мы сейчас делаем, оцифровываем, оно как бы, вот это и есть сохранение, да, и да, метавселенной, конечно, это нужно как бы строить, это нужно полностью оцифровывать, но первые шаги есть. Вот сейчас у нас есть проект, направленный на цифровизацию оленеводства, да, вообще в целом как бы новаторство в сфере оленеводства, и вот NFT-олени. Тот же анимационный мультик. А в последующем это будет построение целой большой как бы метавселенной, которая будет знакомить и, самое главное, оцифрует и сохранит культуру и традиции наших предков. А мультфильмы делали сами силами объединения? Или... Мультфильмы делали, вовлекались сами. У нас было несколько попыток. Вот. Но так как пока у нас анимация все-таки на самом старте, и у нас нет, ну, полноценных на тот момент, сейчас, конечно, студия Тундра появилась, там другие, да, вот есть. А на тот момент у нас У как нас бы... есть свои мультфильмы. Да, ну, на НВК СХ, но это так, это же вот только сейчас как бы тоже на самой как бы стартовой как бы линии, да, вот, и очень много фрилансеров. Вот. И если как бы каждый пишет как бы своим, и вот все-таки для тех сроков, которые мы поставили, и для того объема работы необходимо было работать со студией. И очень тоже, так как говорится, по космосу не случайно, нас поддержала татарская татар-мультфильм студия, да, которые сейчас как бы готовы как бы передавать свой опыт, да, помочь республике в плане как бы развития тоже анимации, да, вот, и здесь они ну, как бы и вовлеченность тоже помогла как бы сделать мультик как бы в сроки. Но здесь работали наши аниматоры с главным вот режиссером, помощником и художественным руководителем была наша землячка якутянка Сардана Отова, да. Вот. И ну, в целом и сценарий мы писали тоже вот нашей командой творческого объединения Кандыкан. А теперь про цифровых оленеводов. Ты вот в том интервью ты говорила, вот, должны быть цифровые оленеводы, Да, и теперь мы... оленеводы. Вообще в целом как бы роль... ну, теперь у вас уже есть стадо, которое... Да, значит, у нас теперь и олени появились. Да? Вот, если бы мне сказали в начале года, что у вас будут вот олени, да, что Раисе Ильиновой, нашей участнице команды, нашей девушке-оленеводу... Подарят оленей? Да, подарят оленей, то я бы сказала, нет. Ну, подождите, ладно, все бывает в Кандыкан, но олени так... Вот, олени сейчас есть, еще прошел отел, как бы появились новые оленята. Одна из первых, кто была, ну, появилась первенница, девочка, самая длинноногая и рыжая, остальные темненькие, назвали Кандыкан, вот, бегает там. Вот, и вообще, в чем смысл как бы нашего проекта и в чем именно секрет того, что люди откликаются, да? Ну, как бы это же большое волонтерское движение. Нас объединяет миссия, потому что, объединяя свои усилия друг друга, как бы взаимоподдержкой, объединением, мы делаем все, чтобы Север был услышан. Тогда нас слышат. Тогда, если мы сделаем так, чтобы Кандыкан была ассоциативна в мире, так же, как Покахонтас, Мулан, Маугли, то мы можем говорить о многих как бы, вещах, решать, да, как бы, да, здесь вовлекать сообщество. И самое главное, доносить сейчас роль Севера и Арктики, потому что это же вопрос, во-первых, сейчас климатического, да, как бы, экологического такого баланса. Вот, но
если вообще люди же устают как бы от ответственности, это такие тяжелые как бы ответственные вещи, а здесь мы делаем тренд. Если это как бы воспитываем молодое поколение, подрастающее поколение, да, как бы здесь вводя тренд, заинтересованность, то, соответственно, конечно, здесь сознание у людей, отношение как бы другое. И самые главные хранители вообще общеклиматического сейчас баланса всей планеты — это оленеводы. И это не романтизированный такой наш наивный такой только наивные наши какие-то интуитивные такие намерения и мысли. А в нашем сообществе есть и ученые, мирозлатоведы, и в целом как бы, да, ученое сообщество. Вот. И оказывается, в свое время Михаил Ефимович Николаев делал тоже большую как бы, такую стратегию как бы, внимания на обратный завоз крупных парнокопытных животных, как бизоны, овцы, быки, да, вот, потому что, оказывается, в прямом переносном смысле нашу землю нужно топтать. Здесь всегда мигрировали большие стада. Это были сперва мамонты, да, потом вот олени, потому что если не топтать нашу землю, то произрастает камыш за счет водянистой, ну, как бы, особенностей территории, и происходит вот этот парниковый как бы, эффект. И то есть олени... Уменьшают парниковый эффект. Да, олени — это действительно вот, ну, прямые как бы хранители, да, вот, и наши оленеводы — это вообще герои всего мира. Так, ну а зачем вам свои олени? Вот, так получилось. Что вы сейчас... Ну вот смотри, весной вы их перевезли из Хабаровска, где они, Да. ну, в общем, некому было им заниматься, они вам подарили. Да, здесь не было такого, что вот тоже вот отдайте нам оленей, да, там или что такое. Они, получается, очень тоже как бы спонтанно пришли. К нам в проект в прошлом году обратилась Раиса Ильинова, девушка-оленевод, которую сейчас мы позиционируем как оленевод-стартапер, да, она внучка Аполлона Константиновича Ильинова, одного из сильнейших оленеводов в свое время советского периода. Вот. И для нее как дело тоже, ну, вот чести, да, как бы внутренняя такая как бы боль, да, возродить оленевод в Сержиганском районе. И вот это будет первый как раз цифровые оленеводы, да? До этого мы делали NFT. У нас был опыт, когда мы благодаря компании «Амтел-связь» в 2021 году на полюсе холода в Амиконском районе в стойбище Осикат провели интернет своими силами, безвозмездный, безлимитный. И сперва на пробный период на 1 год, потом компания, увидев результаты, как бы, да, как повлиял вообще интернет положительно на жизнь оленеводов, то они вообще его пролонгировали. И плюс мы еще выступали на Питерском международном экономическом форуме, на Восточном экономическом форуме, да, и в этом году тоже на ПМФ участвовала уже во 2-й раз. И после этого, конечно, они после такого и имиджевого эффекта, они продлили как бы вообще в целом как бы интернет для наших оленеводов. Там мы, получается, создали первую NFT-коллекцию, там мы опробировали в целом как бы ну, вот, вовлеченность, интеграцию интернета в быт оленеводов. Они самообразовывались, получается, смотрели какие-то лайфхаки, применяли какие-то, можно так, новаторства в быту, да, вот. И далее вот появилась у нас Раиса, как бы с таким здоровыми, можно так сказать, амбициями, да, ответственностью, и здесь все закрутилось. Просто вот, ну, нас, видимо, предки столкнули, потому что так тоже не бывает. Раисе в начале министерства наше, есть специальная программа поддержки тоже как бы оленеводов, ей обещали выделить 300 оленей, но это были устные обещания. Вот, мы встречались, ряд рабочих встреч был, но потом в начале года как бы решение было, ну, изменено. А так у нас строилась такая концепция, что мы будем просто вот, она когда будет делать свое оленеводческое хозяйство, да, мы будем помогать ей в медиасопровождении. И ей предстоял такой путь, что 300 оленей, 600 километров, 1,5 месяца пути, и мы хотели вот на этом сделать контент, создать и показать, да, вообще в целом, как девушка оленевод будет перегонять. Оленей нет. Но потом появляются вот эти 25 оленей. И здесь вот цифра 25 тоже ключевая, потому что ее дедушка перед смертью просил ровно 25 оленей. Он обивал все пороги и просил именно, что у него есть... Она вообще сохранила все блокноты, все тетрадки его, да. И там у него есть самописная такая стратегия, как из 25 оленей можно восстановить, увеличить поголовье. Вот. И здесь у нас оленеводы... Понятно, что
такие инновации, да, вот ну, такая фантастика, она может логичный скепсис вызывать, да. Вот. Но в этот проект поверили настоящие оленеводы, одни из последних оленеводов Хабаровского края, вот семья Карамзиных. И они очень для нас тоже ошеломительным таким решением вдруг дают резкое говорят, главное успеть их перевести. А там вся вот эта паника в том, что зимник закрывался. Да? Ну, благополучно олени приехали, и потом мы поняли, потому что для нас тоже было это как бы удивительно, и мы не понимали, человек находится в другом регионе, какие вообще в целом намерения у Евгении Николаевны Карамзиной. Но когда она приехала, мы поняли. Во-первых, это человек с очень повышенной гражданской позицией. Она была в свое время инициатором движения народного против строительства метанного завода. И это единственный прецедент по России, когда благодаря общественным слушаниям строительство отменили. Они проиграли 2 суда, и 3-й Верховный они выиграли. Вот. А во-вторых, она, оказывается, все технологии хорошо знает. Она занималась блокчейном, биткоинами до санкций. Оленевод. Вот. И поэтому она все вот эти технологии понимает. И еще самое главное, в 1987 году они снимались в фильме «Северный талисман», документальный фильм. На тот момент, на начало съемок, тогда было 12 тысяч оленей. И они сказали с мужем, они были 2 главными героями этого фильма. И она там говорила как раз о престиже профессии оленевод, о преемственности, о увлечении детей, о новых технологиях. И если этого всего не будет, дядя Коля там говорит, олени исчезнут. Можно я задам глупый вопрос? Вот цифровой оленевод – это просто оленевод, у которого есть интернет? Цифровой оленевод – это не только у которого есть интернет, это тот оленевод, который креативные цифровые инструменты и решения внедряет в свое дело и извлекает пользу. Да? Соответственно, это и образование, это и игровые, это тренды, и это какие-то технологии, которые позволяют облегчить быт и в целом ремесло наших предков. С помощью какой-то, как-то он будет наблюдать за ними с помощью интернета, у нас вообще, да? в нашу программу, в концепцию, которую мы разрабатывали, входит и создание электронной базы для оленеводов, да, и 106 хозяйств всего лишь в республике осталось, да, это не так уж много, и оцифровать их спутниковым интернетом это возможно. И здесь, например, это же расстояние, и здесь они могли бы заключать такие фьючерсные договора, то есть контракты на этой базе, да, отгружать продукцию, заключать контракты, не покидая мест. Это тоже цифровизация. Электронные паспорта завести на оленей, да, которые тоже помогают именно прозрачности, где содержит полное содержание животного от его наименования до его прививок, возраста и всего остального, и его передвижения, миграции. Вот, поэтому данная программа и те намерения, они включают не только понимание, что человек будет обучаться, быть на «ты» с цифровым миром, но главное его применять. Также это дополнительное образование, например, обучать креативным специальностям, таким как дизайнер, да, иллюстратор. Оленевод дизайнер не покидает мест, но при этом зарабатывает благодаря своей новой компетенции. А вот мобильное приложение «Асикат» — это про что? Оно пока сейчас у нас на паузе стоит. Мы разработали техническое задание и отрабатывали с кафедрой северной филологии СФУ. Вот, потому что сейчас новые технологии, так как мы, наши эксперты, которые по IT-сфере, сейчас мы присматриваемся к созданию, может быть, ботов в Телеграме, да, потому что это облегчит вообще в целом, зачем... это приложение, оно про что вообще? Приложение, благодаря которому ты в игровой форме обучаешься базовым словам. Есть метод такой, Пинкер называется, когда ты 2000 базовых слов, когда ты изучаешь. Приложение для изучения венского языка? Не только. Языков, которые относятся к коренным малочисленным народам на территории Республики Саха-Якутия. А «Асикат» что означает? «Асикат» по-ивански — это звезда. Здесь мы его в честь нашего стойбища «Асикат», которое стало одним из первых таких стартовых в проекте, и как путеводная звезда.
И работа сейчас на паузу, ты говоришь, стала. Мы ТЗ разработано. ТЗ у нас полностью разработано, работа началась. Сейчас мы смотрим, потому что технологии же, они же быстро как бы А кто опережают. должен был делать? Местные разработчики? Да, местные разработчики с привлечением студентов. Здесь мы привлекаем, получается, студентов-программистов, которые проходят практику. Здесь мы работаем с компанией IT-Польза, которая является «Цифровая Россия», штабом региональным «Цифровой России». И здесь привлекают студентов, чтобы они как дипломные работы и свою как бы практику создавали данный продукт. Такой социальный, проект. А студенты-лингвисты занимаются наполнением. И сейчас, наверное, или мы будем переписывать ТЗ, потому что в первую очередь мы хотим создать продукт, который будет работать, а не просто для того, чтобы лишь бы сделать. А благодаря ему, получается, студенты, школьники в детских садах, там аудитория, целевая группа, она расширенная, то есть благодаря таким игровым флеш-карточкам может и взрослый ребенок обучаться. Слушай, но можно же за основу взять какие-то существующие приложения? Да, мы рассматривали и Duolingo смотрели, и существующие, которые вообще в целом есть в мире. И, по изучению языка. Да, и адаптировали под тот вид, который мог бы быть удобен. Как вспомогательным инструментом для изучения языков был. Ну, то есть это, получается, невозможно с помощью его выучить язык, это просто ты учишь язык и... Ты учишь базовые слова, которые потом, потому что, например, английский. Если мы не выучим неправильные глаголы, мы на английском не заговорим, да? И также есть в любом языке. И здесь, если переход к говорению, да, то есть сперва у тебя, получается, база. Тебе нужно базовые слова выучить. И здесь этот, получается, инструмент помогает выучить именно базовые слова. То есть обогащает твой и автоматически ты уже можешь самостоятельно переходить. Здесь мы именно по базовым словам. Теперь расскажи мне, как ты попала вообще на ПМЭФ, Петербургский экономический форум. Просто это действительно форум очень статусный, да? Это один из старейших форумов в стране экономический. Там президент, там все, а ты там была и выступала. Второй раз. Да, это главное событие страны, и это уже тоже показатель, что проект добился благодаря нашему труду всей нашей команды такого признания, что нас приглашает Росконгресс. Это по приглашению Росконгресса. То есть Росконгресс, это надо пояснить, это организаторы, да, это вообще форума. Организаторы. То есть они пригласили. Да, они пригласили. Есть социальная платформа Росконгресса, фонд «Инносоциум», да. И уже второй раз. В этом году я участвовала в площадке по развитию регионов, по развитию креативных проектов. Рассказывала о нашем опыте, да, в целом продолжении мультипликативного эффекта проекта «Кандыкан», а также еще в культурной программе. Приглашены были наши артисты, которые участники нашей команды, Киджа и Маскила, и песня «Кандыкан» открыла одну из главных культурных площадок Питерского форума. Называется фестиваль «Это душа России», международный фестиваль, который проводился в прошлом году, тоже в Восточном экономическом форуме. И стал уже таким традиционным. И также традиционно наша команда открывает данные события. Но пока для вас это эффект скорее такой, пиара в хорошем смысле, или там какие-то... Так как Кандыкан — это стартап, и поэтому это такой, здесь же нет таких определенных алгоритмов, что надо как-то делать, да? Он очень такой живой, и понятно, что здесь ты тоже набираешься опыта. Во-первых, отказаться от приглашения, почему бы нет, да? Если приглашают, то, конечно, едешь и делишься, это не только с ПМФ или ВФ связано, да, вообще со всеми теми площадками, куда приглашают. А здесь, получается, например, на ВФ мы сейчас уже тщательно, нас уже пригласили, сказали готовиться, тоже на Восточный экономический форум. И здесь мы уже готовим, пакуем проект, чтобы уже более было продуктивно, чтобы можно было бы заключать уже какие-то договоренности, соглашения с партнерами, которые нам нужны
для того, чтобы достичь всех целей и развития проекта. Но в первую очередь для нас основное направление — это анимация продолжения. Да? У нас амбиции по созданию артической вообще в целом анимационной студии, где вовлекать местные кадры для построения большой такой истории, потому что для любого проекта нужна идея. Идея Кандыкан — это не от того, что я как автор или как инициатор данного проекта, а вообще в целом, если посмотреть на все наши результаты, то она уже дает подтверждение, что это идет от народа, да? Идет от души. Вот. А здесь есть и сказка, здесь есть все целая вселенная, экосистема, которая прекрасно ложится на анимацию, и здесь продолжение анимационной истории, потому что только так мы сможем сделать этот персонаж, созданный, рожденный в Якутии, созданный в России, чтобы он прогремел на весь мир. Вот. Ну и, соответственно, конечно, у нас направления, связанные с нашей Раисой Ильиновой, с родовой общиной Насихалан, которая сейчас занимается этим креативным стойбищем. Пока у нас только бытовые такие вопросы, да, там все благоустройство, но интернет, мы очень благодарим Arctic Telecom, нашу местную компанию, которую поддержали тоже проект. С следующего года уже в этом стойбище будет тоже цифровизация, и начнется наши все те намерения, которые по оцифровке. Мы запускаем и сайт Алена Ленд, и в целом эти все тренды, связанные с внедрением таких цифровых аватаров по Салине. Вот если говорить про культуру, самое главное про языки, да, коренных малочисленных народов Севера, понятно, что они, большинство из них относятся к ЮНЕСКО к категории вообще исчезающих. Ты думаешь, действительно можно сделать так, чтобы они не исчезли, а люди за них заговорили дети, молодежь, то есть возродить? Или у тебя цель просто сохранить как-то? Но если мы в это верить не будем, зачем тогда это делать? Все же зависит от нас. И если это не будет откликаться именно у молодежи, у детей, то это невозможно. Что такое сохранить культуру? Ее можно сохранить так, что она будет стоять архаично в музеях, пылиться где-то на полках. Но разве это сохранение? Мы ходим на СФ, да, мы гордимся. Действительно то, что дети, да, уже... я наблюдаю вообще, посещаю СФ с 80-х годов. Когда он был на ипподроме, да, потом, когда на Усть-Хатыне. И какая тенденция? Здесь же уже никого не принуждаешь. И если говорить о якутской культуре, то мы можем за нее очень гордиться, потому что для всего мира это шок, а для нас это норма. И если говорить о сохранении культуры наших предков, это о тунгусской культуре, да, о коренных малочисленных народов, то нужно делать тоже точно так же, чтобы это было трендово, чтобы это откликалось молодежи, чтобы это было без принуждения, чтобы человеку это было комфортно, а главное, чтобы он сам этого хотел. И также с языками. С языками, конечно, сложнее, потому что... потому что носители языка, я так понимаю, они все в возрасте уже. Нет, есть молодежь, но, конечно, это все уже более какие-то редкие случаи, да. И здесь поэтому в чем задача Кандыкан, потому что это популяризировать. Чтобы это стало модно, да, чтобы потому хотелось, что многие да? Пишут, например, я раньше стеснялась, что я вообще из Севера, благодаря вам, да, этому клипу, песне Кандыкан, сказку, когда сказку читают, очень много тоже откликов присылают, да. И это же самосознание растет. Он говорит, а теперь я детям с гордостью рассказываю, что у нас северные корни, да. Это же главное, это главный результат. И здесь получается, например, те же языки, конечно, сильно наивно так смотреть, что они останутся в обиходе, но их можно, например, популяризировать в той же цифровизации, например, в плане языка игрового. Например, когда играешь какую-то игру в том же Роблоксе, да, которая сейчас это метавселенная для всех детей, ты же придумываешь язык шифровальный. А почему ты не можешь свой язык предков? Потому что эвенский язык, например, мало там кто знает, да, кто будет сидеть играть. И это может тоже твоим быть языком. И это тоже внедрение, это тоже популяризация, это тоже сохранение. И можем таким методом тоже сохранять. Ну что ж, давай еще через 2 года встретимся. Когда у нас будет уже в Роблоксе миллионы пользователей, которые будут играть обязательно в цифровых оленеводов, и весь мир будет гордиться, что оленеводы — это красавчики. И как минимум, чтобы Джиган приехал в Беджиген.
И сказал, я цифровой оленевод. Мы это запомним. Да. Ну что ж, спасибо. Спасибо. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.